Мои дорогие, доброе утро, вернее, уже добрый день. Скоро 12 часов у нас. С вами снова Лейла и Аишка. Так, Аишка у нас, видимо, проголодалась. Мы на кухне ее оставляем очень мало, мало по времени, потому что тут все-таки пары у меня. Фоточку открыть для нее холодно, она подкашливает. Я позвала Ибрагима, чтобы он мне камеру установил, и она с ним пришла, говорит, хочу варенье с пышками, сказала. И вот сейчас с клубничным вареньем, есть пышки, увидела у меня молоко, попросила. Главное, она не просит, что ей нужно. Это очень интересный ребенок. Она подтаскивает стул, куда ей надо, забирается на этот стул и берет. И даже если вот хочет забраться кому-то на коленки, который сидит за столом, тащит стул к нему, садится на этот стул рядом, а потом ножкой передвигается к нему на колени. Вчера я своему дяде так делала, старшему. Вот так вот мы с Аишкой тут развлекаемся, да, Аишка? Митинерха. Чего вы митинерха? Так, значит так, будем рассказывать наш сегодняшний день с Аишкой. Уже мне немножко грустновато, потому что Аишка сегодня уходит домой. Сегодня суббота уже, а ее мама завтра и в понедельник дома. У нее 2 выходных подряд в школе. Но во вторник Аишка к нам приедет снова, потому что, как я сказала, Аишкина нянька отказалась от детей, не знаю, куда-то в другое место, по-моему, ушла на работу, а отдавать куда-то Аишку пока, маме Аишки осталось там чуть больше 2 недель, даже 2 недель, по-моему, даже не больше, а 2 недели только доработать, уходит в отпуск, и на эти 2 недели нанимать какого-то, даже не то, что не нанимать, потому что ребенок сразу не привыкнет к новому человеку и чем ее травмировать. Я и она, в принципе, даже сама Марина сказала, можно я буду привозить ее. Конечно, можно. Просто даже некоторые сказали, что вам сложно и за мамой смотреть, и за внучкой. Вы знаете, мне практически не приходится за ней смотреть. Единственное, что, да и ест она сама. Просто сейчас немножко капризничает, когда болеет. Приходится иногда так просить ее поесть. А так здесь ей занимаются утром старший сын мой, а после обеда Ибрагим как придет домой. Так что я даже не успеваю с ней поиграть нормально, потому что они всегда в том доме, а я, как вы знаете, практически всегда на кухне. И поэтому вот так вот нам Аишка не мешает, даже в радость. Даже мои сыновья вчера, сегодня я им сказала, что я говорю, в субботу они уедут домой. Ой, так быстро. Старший сын говорит, а что уже, так быстро неделя прошла, что ли? Так что вот так вот мы с Аишкой тут играемся, развлекаемся. Да, Аишка? Ты мой золотой. Так, друзья, и знаете, что я хочу сегодня сделать? Сейчас поставила в сковороду разогреваться. Нам привезли мясо, наши знакомые. Они, видимо, делали садаку, я точно не могу сказать, потому что, если не садаку, то они привезли, так не знаю, видно или нет. Вот такое мясо, свежее. Это у нас делается часто, люди режут бычка, корову, скотину или барашка и раздают, короче говоря, кому они считают нужным, что им хотят дать. Малоимущим, знакомым, друзьям. И вот мои друзья мне сегодня прислали вот такое вот мясо, очень хорошее, видите. Так, и мама меня попросила, если там вот есть кусочек, который можно испечь, она и печенку такую любит, я вам говорила, испеки мне, говорит, кусочек маленький, просто без масла, без ничего, тонкий кусок мяса. Что-то, говорит, мне захотелось именно вот, чтобы было так. Сейчас я ей этот кусочек положу и с вами разговаривая, и дальше буду готовить, или духовку я включила и скажу, что и как. Так, друзья, у меня вчера, видимо, новые подписчики, потому что старые бы это не говорили. Меня спросила одна
к сожалению, я сейчас не могу сказать имя. Я не готовилась и не хотела это сейчас озвучивать, но скажу, потому что все равно что-то делаю. Эта тема все-таки всегда затрагивается и интересна людям, поэтому я еще раз объясню, еще раз скажу, мне это не трудно, кому интересно, послушает. Анишка, видимо, удивляется, что я так много болтаю с кем-то, не знает с кем. Дело в том, что спрашивают, а что ваши зятья не видятся с тещей и тестем? Этот вопрос, вот я сколько работаю уже, на месяце 7, как я открыла YouTube, все. Что за мама, Анишка? Ты моя? Есть? И меня все время об этом спрашивают, интересуются, часто интересуются этим. И поэтому я хочу вам ответить все-таки тоже на этот вопрос. Еще раз понемножку вам рассказать. Я ей ответила, она меня поблагодарила, а вторая пишет, какая дикость. Ее муж, наверное, зять мы маме говорит, помогаем, приезжаем, делаем, что нужно, зять помогает. Типа такого. Я вам отвечу на этот вопрос. Сейчас быстренько сделаю. Отойду немного, чтобы... Так, сейчас я вам буду дальше рассказывать. Смазать. Нет, фольга только такая не широкая, нужно было бы, конечно, чтобы она была пошире. Какая есть. Если сейчас буду в магазин посылать сына, то это будет слишком долго. Так, и значит что? Сейчас достану мясо. Так, вот смотрите, друзья. Я расскажу вам сначала историю этого мяса, потом дальше продолжим наш разговор. Пока что. Значит, когда я была у брата на 39-й ночи, я сказала, и, по-моему, даже показала, что мне моя сноха, и всем раздавала, там, по-моему, 31 дом она раздала, и мне попался вот такой вот часть такая тоже садаки. И мне там сестра моя двоюродная сказала, что приедет в гости к нам через 2-3 дня. И я поэтому сразу замариновала это мясо, думаю, как они приедут, будут сидеть с мамой общаться. Но за это время, думаю, и мясо замаринуется, и мясо приготовится. Обычно они приезжают, часа 2-3 сидят. Так захотелось эти ребрышки замариновать, запечь в духовке, думаю, еще кое-что сделаю. Как я мариновала, будет, наверное, перед этим роликом или после, я не знаю, когда я его вставлю, вы меня извините, посмотрим, потому что это уже снято 3 дня тому назад. Я специально его сняла и оставила, чтобы, думаю, когда именно буду запекать, тогда я и сделаю общий ролик. Но уже прошло 3 дня, и мои сестры все-таки не приехали. Спрашиваете, почему вы не едете или что, я не стала, потому что неудобно, может, какие-то у них там дела. А мясо уже больше держать нельзя. И вчера даже, если можно, моя дочка говорит, мама, говорит, я как только прихожу с работы, все время смотрю на это мясо, и мне его хочется. И поэтому я хочу его все-таки сегодня испечь, пока вот не уехала моя дочь. Это вот, смотрите, это ребрышки вот такие, вот они уже прекрасно замариновались. Давайте что, будет здорово. Вот мы их сейчас положим, и пускай они запекаются, пока она не пришла с работы. Запах, аромат, ух ты, прямо вот прелесть. Так что, больше держать уже был не вариант, 3 дня уже прошло. Даже можно было бы их и вчера испечь. Поставлю печь мясо. И картошечку, наверное, поставлю наварить, а потом уже и сюда добавлю. Так, пусть вот такой вот.
Ты маме золотой Аишка, да? Так, надо перевернуть. Значит так, рассказала Мяса. Ну и насчет детей и тещи. Да, друзья, у нас дитя не видятся с тещами и с тестями. Это просто наш обычай, это просто наш адат. Да, по-мусульмански, мы это много раз говорили, по религии нам можно видеться. Есть даже все такие дитя, которые и видятся. Но в основном мы не видимся. В основном. Но дело в том, что от того, что не видятся дитя, тещи и тести, это не значит, что дитя не могут приехать в гости, что они не бывают в гостях. Почему бы и нет? Если дома еще есть девочки, мальчики, тем более они приходят, они сидят, они их угощают. Но это же не обязательно должна делать теща или тесть. Они просто не соприкасают, ну не то, что не соприкасают, они не видятся. А так они могут приехать, и теща с тестем могут поехать к ним. Но у нас это делается, то, что тесть и теща едет к дочери, это бывает очень редко. Ездят, я уже говорила, ездят, но просто, когда что-то там у них бывает, там помолвка, свадьба, рождается ребенок, читают маулид, читают зикр, или как-то их по какому-то там, не знаю, приглашают просто так по какому-то поводу. Они могут туда поехать, но и опять-таки они не видятся с зятем. И это ничего не говорит, то, что там, например, она мне вчера, по-моему, писала, помогает по дому, что-то надо делать или как-то. Если, например, у тестя и тещи нет других детей, то может он даже видеться с ними, иногда бывает и такое. А может то, что ему надо делать, почему теща и тесть могут сидеть спокойно у себя дома, в комнате, а он сделать то, что им нужно, если нет в доме никого больше, если там нет брата, если нет сестры. Он также может спокойно, если хороший зять, нанять работников, прислать то, что им нужно сделать. Также приезжает дочка, она делает, что надо. Это ничего такого нет, и ничего такого, как бы сказать, как бы вам сказать, дикого в этом я не вижу. Да, это другой обычай, но у нас у каждого свои обычаи, и все-таки даже неприятно, что это, почему никакая это не дикость. Ну, вот такой у нас этикет, вот такой у нас сделал, вот такой у нас адат. Это шло и идет испокон веков, друзья. И вот, я вам честно скажу, я не говорю про других. У нас даже вот иногда тещи, я много видела тещи, которые когда обычно дочка вышла замуж, через какое-то время зять приезжает знакомиться с сестрами жены, с братьями жены, приезжает, он приносит подарок своей сестре своей жены, обязательно золотое что-то, угощение, там, причем такие очень хорошие, шикарные угощения, там конфеты в коробках, развесные, все, короче, привозятся, все сладости, дорогие, причем конфеты не дешевые, прям большие ящики, банановые ящики засыпаются конфетами. Это было раньше, но сейчас уже дитя так не приезжают, не делают, но раньше, вот в мои времена, это делалось так. И потом вот так вот знакомиться с сестрами и братьями своей жены и зять. И иногда, вот я много это даже видела, что тещи все-таки подсматривают, хотят посмотреть, какой же у них зять. Но я даже вот не хочу вам, мне не дадут соврать даже мои дочки. Старшего зятя я, конечно, знала, еще и до замужества своей дочери, так что тоже не буду лукавить, не буду говорить, я его видела, я его знала, причем мы даже вместе работали до ее замужества, мы даже практически хорошо друг друга знали. Ну, насчет младшего зятя, даже она смеется, я позавчера, дочка моя смеется, когда показывает, Аишка показывает фотографию свою, где она с отцом. Я даже не смотрю на нее. Она говорит: мама, ты даже фотографию не смотришь, тебе, говорит, даже неудобно фотографию смотреть. Вот, я вам честно признаюсь, у меня не было никогда желания посмотреть детей своих. Даже мне бывает, вот если фотографию показывают перед своими детьми, бывает даже неудобно на него посмотреть. Ну вот не знаю, это
Может быть, я не говорю, что это правильно, это неправильно. Я говорю просто свое состояние. Мне бывает неудобно смотреть фотографию своего зятя. Вот даже перед собственными детьми, даже вот перед его женой, она мне даже Мадина вчера говорит: мама, тебе, говорит, даже передо мной неудобно посмотреть на фотографию моего мужа. Ну, вот такую часть. Я человек, не знаю. Опять я говорю, я не говорю, что это правильно. Ну, вот мне это не нужно просто. Мне это как-то вот... Ну, ингуши меня поймут, а русские, может быть, не поймут. Не знаю, русскоязычные русские, может, это не поймут просто. Вот так вот, друзья. И ничего такого. Сейчас поставлю в духовку. Потому что я ничего запекать, а я болтаю. И мясо мамина уже пожарилось. Выключилась. Так, друзья. И вот сейчас замаринуем мы мясо, чтобы оно у меня было готово и лежало в холодильнике. Так, уберем вот такие вот, такую пленку, которая нам не нужна. Выпекать, наверное, буду или завтра, или послезавтра, точно не знаю. Просто хочу замариновать и поставить, чтобы к приходу моих гостей мясо было готово, только чтобы его нужно было просто поставить в духовку. Так, ну вот так вот. Мы их разделим. Ложки наши. Так. Ну, это такое. Так, ну, друзья, и сейчас сделаем заправку такую для мяса, чтобы его замариновать. Значит, где-то 40 мл соевого соуса у меня должно быть. Столовая ложка горчицы. Так. Столовая ложка паприки. Так. Ну, немножечко черного перца. Так, растительное масло тоже где-то 30-40 миллилитров. И, друзья, у меня нет чеснока, к сожалению. Уже поздно, чтобы и посылать за ним. Я не буду добавлять чеснок, но у меня есть вот такая вот абхазская аджика. Я часто намазываю на мясо такую аджику, так что можно добавить ее. Вместо чеснока даже будет намного лучше. И все. Немножечко добавлю. Можно было бы, наверное, я на мясо чуть-чуть добавлю. Или сюда добавлю. Потому что соевый соус соленый. И абхазская аджика тоже соленая. Но все-таки немножко добавлю. Вот так вот. Так. И у меня есть немного приправы для жарки мяса. Просто потому, что у меня нет никаких таких... Во-первых, я не люблю разные травы. А этот аромат мне так более-менее нравится. Добавим этих трав. А вы так можете любую травку, какая вам нравится, туда добавить. Вот. Красный перец я добавлять не стала, потому что и так острая заправка за счет абхазской аджики. Так, ну этот кусочек положим. И вот так вот будем намазывать на каждый кусок нашу заправку. Аромат прям пошел такой. Так, наверное, не видно. Ну, вот так.
Так, у меня закончилась пленка, но накроем фольгой. Все, и теперь нам будет стоять в холодильнике. Так, друзья, значит, я маме отдала мясо. Духовку поставила свою, которая будет запекаться, вернее. Сейчас нарезала морковку, нашинковала, пока отключалась, чтобы не шуметь теркой. И лучок порезала. Хочу просто пекинский салат из пекинской капусты сделать вместе с мясом, чтобы был. Вот сейчас кипяточком отдам лук, потому что в этот салат хорошо бы зеленый лук, но у меня его нет, друзья. Немножко пока я буду нарезать, пусть постоит. Так. Ну, с пекинским салатом можно хоть что добавлять, мои хорошие. Вы сами знаете, наверное, и без меня. Просто нарезая, я поговорю с вами. Ну, я надеюсь, вы меня поняли, никто не обиделся. Потому что просто мне бы ну, спросить, это, конечно, люди хотят знать обычаи. Сейчас мама злата, у меня Аишка, как кролик, любит и капусту, и морковку. А я из утра, а я и морковку надо. И здесь и луки, тёшка срезать. Так, Аишка тоже захотела и мясо, и морковку, и капусту, чтобы я тут не резала. Аишка жесткая получилась, да, мясо? Так. И, ну, друзья, я надеюсь, я вам хоть немножко ответила на этот вопрос, хотя действительно это очень часто задаваемый вопрос. Каждый раз задают новенькие. Ну, потому что только, по-моему, только у ингушей такие законы, что вот детей с тещами не видятся. По-моему, чеченцы видятся. Ну, вот так вот. Ну, и ничего такого в этом я тоже не вижу. Но и скажу вам, опять я говорила же, что по религии это можно. Например, моя мама и мой муж по стечению обстоятельств так получилось, что они все-таки виделись друг с другом, потому что моя мама со мной очень долго жила. Даже когда жил мой муж. А после этого тоже она осталась со мной. Дело в том, что, ну, не знаю, наверное, не все, может быть, все знают, может, все так чуть-чуть кратко скажу. Я заболела, когда я была на 5-м месяце. Заболела серьезно. Не могла даже ходить, поднимать голову иногда. Были такие приступообразные головокружения, друзья. И мне тогда не могли поставить точный диагноз. Везде меня возили, что только не делали, но диагноз мне не ставили. А в то время у меня было большое хозяйство. У меня было 5 дойных коров, у меня были еще 4 детей, хотя дети не были такими маленькими прям, потому что младшие, ну, между Ибрагимом и младшей дочерью 8 лет разницы. Потому что он у меня родился уже, конечно, я тогда считала себя вообще такой взрослой женщиной, как я могу в такое время родить ребенка, и даже было неудобно говорить, что я ношу ребенка. Хотя мне тогда было только 35-36 лет. Вот так вот. И, ну, первые полгода, конечно, мама приехала, смотрела и за мной, и за детьми, и за хозяйством. Первые полгода они как-то ухитрялись не пересекаться друг с другом, ну, мой муж и мама. Но уже потом получилось, что и после полгода мне не стало легче. Мы все думали, вот теперь, как после рождения ребенка, мне будет легче, но мне легче не стало. Диагноз мне очень долго ставили, никак не установили. И куда только меня не возили. Ну, просто как раз перед смертью мужа мне немножко стало легче. Но я имею в виду, я не про себя, не про это сейчас, а именно про зятя. Да, мои мама и мой муж, все-таки у них, им получилось, что они все-таки стали друг друга видеть. Но опять-таки, друзья, это не значит, что они там
сидели за одним столом, что они общались, что они так как-то вот разговоры какие-то вели. Нет, просто вот, ну, есть какое-то пересечение, пересекались, все. Поздоровался мой муж с ней. Аишка, камера их отдает. Ну что ты? Хей, мама, смотри, вот, мечай его. Окузы хай, хей, фиесу. Опять стоит дальше, что-то ей надо. Фиесу. И просто по-любому во дворе, если человек живет, то, конечно, как-то, что-то, как-то они же пересекаются. Вот так вот. А так, чтобы вот они вот, он мог поздороваться с ней и спросить о ее здоровье. И все, никаких больше точек соприкосновения не было. Ели тоже они не вместе, конечно. Мама ела с детьми отдельно, муж мой отдельно в то время, когда я болела, а я практически лежала. Если честно, практически 3 года. Это были кошмарных 3 года моей жизни, но что поделаешь. Вот так вот, друзья. Ну, по-моему, я вам немножко объяснила. И мне не хочется, чтобы говорили, что наши обычные дети. Нет, они не дети, они нас устраивают. Никакой дикости я в этом не вижу. Вот так. Это просто уважение к старшим, уважение к родителям жены. Вообще по религии считается, что родители жены, почитать надо родителей жены так же, как и родителей своих собственных родителей, как свою собственную мать. Так что вот такие дела. Помощи, когда она нам нужна, дитя, конечно, нам никогда не откажут. Тоже нужно понимать. Так, вы знаете, я даже вот эти вот костелишки нарежу, потому что у пекинской капусты они не жесткие. Мне даже жалко их выкидывать. Вот так вот. Аишка у меня как обезьянка очки на голову напялила, да? Что вам еще рассказать про зятьев и про тещ? Да, еще и к зятьям у нас, если честно, тоже относятся очень, как бы вот, типа почитают их, что ли, как-то, уважительно. Если приехал зять, то, конечно, ему, как вам сказать, хотят, чтобы, накормить его, угостить, вернее, не накормить, а угостить его чем-то вкусным, как-то сделать. Любого гостя, конечно, также почитают, но вот немножко сделать какое-то вот такое вот почитание, что его уважают. И если есть, конечно, в доме сестра, то это делает сестра жены, а если нет, они приехали вместе с женой, то она, его же жена, и накроет, приготовит там же, и она приготовит, может, и теща приготовит, а поставит и накроет стол жена его. Вот так вот. Никаких таких проблем. Мы не видим в этом никаких проблем. Наоборот, мне кажется, если они не видят друг друга, то больше уважают. Потому что по-любому как-то даже анекдотов бы не было про тещи, про детей, если бы что-то как-то не было не так. Так что я не знаю. Я не хочу никого обидеть, я не хочу этому ничего говорить. Не знаю. У нас свое, у каждого свое, у каждой нации свои обычаи, свои порядки. И мы их уважаем. Вернее, наши порядки. Я имею в виду наши порядки. Вот так вот. Так, у меня был где-то горошек сейчас принесу. Так, в тот раз я в салат ложила огурчики и кукурузы. Кукурузы у меня сейчас нет. У меня есть только горошек зеленый, морковка и болгарка. Свежего огурчика тоже нет в холодильнике. Специально за помидорчиками, за огурчиками я не хочу посылать сегодня. Этот салат пойдет и так. Потому что у нас есть разное соленье. Можно с этим мясом поесть соленье. Теперь поперчить, засолить, добавить
добавить растительное масло и все. Масло принесу. Так, друзья, салатик сделала, мясо еще запекается. Хочу все-таки это мясо разделать. Я обычно, когда мясо или покупаю, или вот так вот мне его приносят, то разделываю его и пишу, что, ну, что из этого мяса, например, я буду делать, на какие кусочки нарезала. Потом пишу, чтобы я не ошиблась, что и как. Так, Маришка захотела туда в дом зайти. Так, значит, я кусочки, где у меня косточки, разделила их на борщ. Вот это немножко мякоти. Сейчас ее просто на кубики нарежу. Может быть, для гуляша, может быть, для мяса с грибами. Ну, что-нибудь да будем делать, короче говоря. Просто, может быть, ну, на плов оно слишком такое нежирное. Пленочку хочу снять. Ножи тупые. Никак забываю Ибрагиму сказать, чтобы он наточил ножи. Терпеть не могу, когда ножи тупые. Так, ну еще вам расскажу. Не обязательно про тебя. Покажу, как получилось мясо. Вот так вот, друзья. Тут мои курочки щебечут. Тут у меня на заднем дворе после того, как все растаяло, грязно. Видите, насколько грязно все. Ну вот, не знаю, если несколько дней так будет, уже высохнет, можно будет подмести, будет хорошо. А так пока, видите, конечно, вид не презентабельный у меня в палисаднике. Ну вот, друзья, на этом, наверное, все. Показала и погоду вам. Так, друзья, и вот как видите, мое блюдо готово. Вид очень аппетитный, но и на вкус оно очень вкусное. Сейчас разложу и покажу вам. Мишка. Мишка убежала от мамы, чтобы та ей нос не вытирала, да? Так. Непрезентабельно. Ой, руками. Ой, мама, ой, мама, Видите, какое мясо шикарное, друзья. И на вкус тоже. Этот кусок мой. Который этот? Да. Ну и картошечка тоже. К сожалению, опять нет свежей зелени. Замороженная у меня есть, но ее сюда кидать. Вот если бы были листья салата, свежая зелень, конечно, вид бы был у блюда шикарный. Ну ладно. У меня не кулинарный влог, вы меня, наверное, простите. Конечно, для кулинарного блога или влога, я даже не знаю, как его называть, надо было, конечно, покупать все, что нужно. А это чисто наш обед. Ничего такого. Вот. Все. Даишка отдохнуть. Даишка домой уходит, нам печально. Так. Вот такой вот обед. Друзья, смотрите, что у нас осталось после этого блюда. Специально сняла. Ибрагим мне говорит, что собираешься делать? Я говорю, показать, что с нашего мяса ничего не осталось. Он говорит, скажи, что это я все съел. И действительно, уже, ну, мы пообедали уже час тому назад, но я еще посуду не убирала. И он сейчас доел вот это все, вот обглодал, что осталось. Через час пришел и доел все, что было. Мясо было действительно очень вкусное, друзья, готовьте так. И я не знаю, может быть, какой-то непонятный будет влог, почему-то, потому что я мариновала 3 дня тому назад, ставила как-то, наверное, не по порядку или еще что-то. Но если что, вы меня извините. И всех благ вам, друзья, мира и благоденствия. Ну, как-то так.